Раз, раз, раз. Добрый день. Поясом по фамилии Семенов пытается выводить из равновесия спортсмена с желтым поясом, за что спортсмен с желтым поясом получает замечание за пассивность. Спортсмену с желтым поясом объявили второе замечание Шидо за то, что он покинул территорию, рабочую зону ковра, в котором происходит схватка. Некое преимущество имеет теперь спортсмен с оранжевым поясом. Спортсмен с желтым поясом должен активнее быть и начинать свою борьбу навязывать. Попытка Сайонаги увенчалась успехом. Пытался сделать Семенов контратаку, однако и это не удалось у него.
Активен в захвате борец с оранжевым поясом. Как только он получил захват, пытается провести атаку вперед. Ловкость спортсмена с желтым поясом позволяет защититься от приема. Я напоминаю, что у спортсмена с желтым поясом есть 2 замечания шидо и до конца встречи 30 секунд. Если спортсмен Прохоров получит еще одно шидо, он может быть дисквалифицирован наказанием Хансоку Маки. После очередной атаки спортсмена Семенова спортсмен Прохоров получил замечание шидо, и победитель встречи был выявлен. Вот и спортсмены весовой категории до 34 килограмм появились на татами. Вторая финальная встреча. Спортсмен с оранжевым поясом Иванченко Александр. Спортсмен с желтым поясом Вахрушев Артур. Оба представители города Ижевск. Спортсмен с оранжевым поясом занимается у тренера Берестова Дмитрия Владимировича. Спортсмен с желтым поясом занимается у тренера Горшенина Романа Александровича. Только что мы увидели с вами попытку проведения учимата со стороны Иванченко с оранжевым поясом. Сейчас они борются за захват. Одно из условий проведения приема – это наличие своего удобного захвата, с которого спортсмен может провести атаку. Поэтому зачастую в дзюдо много времени в стойке занимает борьба за захват, за выбор позиции, с которой можно и удобно провести прием. Ну вот тут сейчас спортсмены ушли в партер. Из-за того, что нет активности, судья их поднял в стойку. Встреча будет продолжена. Подбирают дистанции, ищут возможность схватить за часть одежды кимоно, чтобы разогнать партнера и провести атаку. Очередная атака Иванченко. Попытка проведения броска через спину со стойки. Таким образом, Иванченко уже имеет 2 попытки, 2 атаки перед спортсменом с оранжевым поясом Вахрушевым. За что Вахрушев получает устное замечание шидо за пассивное ведение борьбы. Теперь спортсмену Вахрушеву нужно как-то активизироваться, начинать выигрывать захват и проводить атаки со своей стороны. Спортсмены также друг друга знают, занимаются в одной школе, у разных тренеров. Поэтому борьбу друг друга знают наизусть, знают, какие приемы будут проводить, каких приемов опасаться, какие защитные приемы можно применять в том или ином случае. До конца встречи осталось 15 секунд. По окончанию встречи, если не будет проведено технических приемов на оценку, то встреча перейдет в Golden Score. Как я и говорил, у спортсменов не было бросков. Встреча перешла в Golden Score, что означает, что дополнительного времени теперь не будет, и спортсмены борются до первого оцененного движения или до 2 шидо.
Поправка до 3 шидов. Но у спортсмена Вахрушева уже шида одна есть. Ему осталось только 2 получить. С этого года поменялись правила дзюдо. Теперь спортсмены до 13 лет при назначении Golden Score ставят сразу в классический захват, в стойку, с которого начинается борьба по команде Хаджима. Попытка проведения Вахрушевым передней подножки привела к тому, что сейчас Иванченко пытается перевернуть Вахрушева и провести атаку в партере. У него не получилось это сделать. Снова спортсмены встают в захват, ждут команды Хаджима и также начинают бороться. Также по новым правилам дзюдо команду судьи на заправку кимоно не нужно дожидаться, поэтому спортсмены сейчас, перед тем, как получить команду к действию Хаджима, самостоятельно поправляют форму и продолжают борьбу. Очередная попытка Иванченко провести прием в свою сторону, в своей правой стойке, блокируется Вахрушевым. Но подобный сценарий развития событий благоприятный для Иванченко, поскольку он проводит атаки, и это тем самым зарабатывает активность. В дзюдо можно получить шида за пассивное ведение борьбы, когда один из участников не пытается проводить приемы, а дожидается, так называемой работа вторым номером, пока не получается ни у того, ни у другого провести оценку. Очередная остановка. Видно, как тренеры переживают за своих спортсменов и пытаются подсказать им ключ к победе, что необходимо сделать для того, чтобы заработать оценку или заработать пассивность со стороны соперника. Кимоно спортсмена Вахрушева вылезло из пояса, и судья подсказал ему, что нужно кимоно завязать заново, для того, чтобы при подвороте со стороны соперника кимоно не вылазило, и подворот можно было закончить с оценкой. Попытка проведения боковой подсечки со стороны Вахрушева, но Иванченко также пытался сконтрить, перешагнув атакующую ногу. Ни у того, ни у другого провести приемную оценку, завершить приемную оценку не получилось. Очень интересно наблюдать с этим изменением в правилах, как спортсмены с одинаковой равнозначной позицией 50 на 50 начинают борьбу. И объективно, кто сильнее, быстрее, ловчее, побеждает. За предыдущее действие спортсмен Иванченко получил оценку в азаре. Он скрутил при неудачной попытке Вахрушева провести подхват. Судья оценил действие Иванченко, оценку в азаре. Сейчас буду смотреть повтор. Возможно, что Иванченко не получит в азаре за предыдущее действие.
В данном случае возникла спорная ситуация, поскольку соперник Иванченко по жесту судьи находился в одностороннем захвате в продолжительное время. Не более 3 секунд можно односторонний захват держать. И за место в азаре его наказали оценкой шидо, поскольку, как я уже сказал, ходьба с односторонним захватом более 3 секунд наказывается, если спортсмен не провел какой-то атаки технического действия. Схватка была продолжена. Теперь борцы сравнялись по шидо. У обоих по одному шидо. Встреча будет продолжена до броска, либо до еще 2 наказаний шидо. Попытка проведения Вахрушевым передней подножки. Ну, из встречи видно, что он технически к этому броску пытается подвести Иванченко. Судя по всему, это его коронный бросок. Начинает очень интересно он его с подсечки. Таким самым разбивает и отвлекает соперника. Вот очередная передняя подножка. Но немножко не дотянул руками спортсмен Вахрушев. Из последних 2 подворотов видно, что он уже близок. Спортсмены уже борются больше 8 минут. Начинает сказываться усталость. Цена каждой ошибки сейчас велика. Попытка проведения атаки передней подножки со стороны Иванченко, но не довернул корпус немножко, поэтому движение не оценивается. Спортсмены начинают бороться со стойки заново. Попытка боковой подсечки, контрподсечка. Борьба за верхний захват со стороны Иванченко. Грамотно сместил свой торс спортсмен Вахрушев и не дал взять сверху захват, тем самым избежал проведения атаки в свою сторону. Попытка передней подножки Вахрушева. Не подготовил бросок, остались руки сзади и докрутить корпусом не смог. Сейчас для судей сложная ситуация, поскольку спортсмены не могут провести атаку на вазаре либо на иппон чисто, и подворачиваются, пытаются сделать атаки, но атаки не заканчиваются оцениваемым действием, поэтому судьи должны смотреть и объективнее выделять, кто из спортсменов атакует первым, кто захват выигрывает первым, кто больше выводит из равновесия. Такие критерии также оцениваются и могут перерасти в оценку шидо для одного из спортсменов. Попытка проведения. Очередная попытка провести переднюю подножку Тайо Тоши со стороны Вахрушева была встречена с спортсменом Иванченко и был скручен Вахрушев на оценку в азаре. Со счетом 7-0 в этой встрече победу одержал Иванченко Александр и занял 1-е место в своей весовой категории. Так, следующий вес нам показывают. Весовая категория до 38 килограмм. Вызывается финальная встреча до 38 килограмм. Храмцовский Андрей, Пестерев Владислав. Приготовиться. Весовая категория до 42 килограмм. Анисимов Илья, Красноперов Максим. Оба спортсмена являются спортсменами из города Ижевска. Как и представители предыдущей встречи, здесь у нас финал 2 тренеров. Это тренер Берестов Дмитрий Владимирович и Горшенин Роман Александрович. Попытка проведения передней подножки с падением со стороны Храмцовского заканчивается броском, который оценился на иппон. Высшая оценка. Храмцовский Андрей. Занял 1-е место в категории до 38 килограмм. Со счетом 10-0 победил Храмцовский Андрей. Финальная встреча до 42 килограмм.
Финальная встреча весовой категории до 42 килограмм. Спортсмен в синем кимоно Анисимов Илья, спортсмен в белом кимоно Красноперов Максим. Оба представителя школы дзюдо Ижевска. Тренируются под руководством... Анисимов Илья тренируется под руководством Горшенина Романа. Красноперов Максим тренируется под руководством Стерхова Романа. Спортсмены встречались 2 недели назад на открытом городском турнире в городе Сарапул, также в финале. Тем интереснее будет смотреть эту встречу. На предыдущих соревнованиях раздельным решением, ну, это в боксе так называется, но по решениям судей, по активней и ближе к победе был Анисимов. И по наказаниям Шида как раз таки выиграл Анисимов, спортсмен в синем кимоно. Посмотрим, сможет ли Красноперов взять у него реванш, что он за 2 недели подготовил. Сейчас мы видим, как спортсмены борются с правой стойки на левую стойку. Правая стойка у Анисимова в синем кимоно, левая стойка у Красноперова. Красноперов напирает, даже чересчур, наверное. Но он уверен в своем захвате, хочет провести атакующее действие. Я напоминаю, что мы смотрим финальный блок соревнований. По результатам финального блока спортсмен, занявший 1-е место, автоматически становится первым номером сборной для участия в первенстве Приволжского федерального округа весной текущего года. Тем интереснее смотреть встречу, что спортсмены борются в разноименных стойках. И здесь не всегда при таком раскладе сил и расположении туловищ выигрывает какая-то грубая сила. Попытка переворота со стороны Анисима и переход на удержание верхом. Сейчас Красноперову нужно выкручиваться с лопаток и переходить на живот. Что он и сделал. Но удержание успели включить, и 4 секунды спортсмен в синем кимоно удержал. На удержании за 4 секунды не оценивается, поэтому встреча будет продолжена в стойке. Но в актив определенно Анисимов себе записал данное техническое действие в партере, поскольку борьба в партере имеет вес. Не только можно выиграть там удержанием, можно при равной встрече можно также заработать активность путем атак спортсмена, который находится на полу. Назначен Golden Score или дополнительное время. Результат противостояния будет определяться до 1-го технического действия, либо по наказаниям Шидо. Спортсмен в белом пытается забрать спину и более плотную борьбу вести. И мы видим, что спортсмен в синем, Анисимов, не очень любит в плотную лезть, пытается держать на дистанции спортсмена в белом. Вот. Ну, пока у них не получается подобрать ключик друг к другу. Один не может сблизиться, второй не может удержать дистанцию для проведения своего технического действия. Попытка проведения учимата со стороны борца в белом кимоно. Тут же отвечает Анисимов, попытка проведения сайонаги, бросок через плечо. В актив записали себе по одной атаке. Так называемый актив и атаки, которые я называю, это кинза, называется по-японски. Чем больше спортсмен заработал так называемых кинза,
тем он ближе к своей победе. Ну, пока по ходу встречи мы видим, что по количеству атак примерно равная ситуация. Если Красноперов проводит атаку, то в следующей атаке проводит Анисимов, и у них наслаивается атака на атаку, поэтому выделить активного сложно. Сейчас наказание получил Анисимов за неправильное проведение приема, вставая на колени. Вот. Так, замечание ему отменили, поскольку судья должен был устно предупредить о том, что броски с колен запрещены. Замечание Анисимову отменили, счет равный. Попытка проведения Анисимову передней подножки встретилась контратакой со стороны Красноперова, и он докрутил за счет захвата руки и отворота спортсмена Анисимова на Вазаре и занял первое место. Взял реванш за предыдущие соревнования в Сарапуле. Следующая весовая категория до 46 килограмм. Здесь у нас не оба представителя Ижевска борются. Дик Кирилл, представитель города Воткинск, клуб «Десантник». Канцеров Тимур, представитель спортивной школы номер 4, город Ижевск. Хотелось бы отметить представителя Воткинска, поскольку он один из немногих, кто до финала дошел в своей весовой категории, и не представитель Ижевска. Занимается под руководством Софиуллина Виталия Равильевича в клубе «Десантник». Это военный клуб. И пока я с вами говорил, Дик Кирилл провел бросок через бедро, который был судьями оценен на япон 10-0. Победителем данной категории стал Дик Кирилл. И занял первое место в категории до 46 кг. Красивый бросок провел, завоевал себе путевку на ПФО с первого места. Сейчас небольшая заминка, не переключайтесь. Вызывают спортсменов другой весовой группы. Хотелось бы отметить, что соревнования в этом году, первенство до 13 лет, проходит в легкоатлетическом манеже. «Планета спорта» называется учреждение. Для спортсменов здесь замечательные условия, несмотря на запреты участия зрителей. Здесь есть условия для того, чтобы зрители могли находиться не в одном сегменте со спортсменами, а они находятся отдельно на балконе. Ну, вот тут с трансляции немножко видно. Ну и ноу-хау наших соревнований – это прямая трансляция. Впервые, наверное, в истории удмуртского дзюдо мы проводим прямую трансляцию именно наших соревнований местного уровня. Хотелось бы поблагодарить администрацию, спортивную школу за предоставленную возможность. Через 2 минуты начинается награждение. Участникам построиться на татами. Так, нам поступила информация, что
в тяжелых весовых категориях 50, 55, 60, 66 и свыше 66 килограмм во время предварительных поединков борьба за третье место и финальный блок были проведены, поэтому мы сейчас переходим к блоку награждения. Спаррингов вы больше не увидите. Спасибо тем, кто был с нами. Не переключайтесь, смотрите нас, подписывайтесь на группу ВКонтакте, в Инстаграме, подписывайтесь на группу Планета спорта. Всем спасибо, удачи!